разных размеров, типовых. Мы используем вот данный образец, здесь представлен размер 70 на 90. То есть в такие картины у нас порядка 20-25 растений вмещается. Значит, из чего она у нас состоит? То есть сама технология состоит из следующего. Мы используем пластик ПВХ, то есть это как основа для построения, скажем так, модульных конструкций вертикальных. И внизу вот здесь у нас располагается бак для воды. Внутри самой конструкции здесь проходит, скажем так, шланг силиконовый, и стоит водяная помпа, которая внутри воду подсасывает и орошает по силиконовой трубке, поднимается вверх и орошает растения сверху вниз. Сверху конструкции самой располагается ирригационная полочка, такая распределительная, которая всю воду полностью распределяет равномерно по всей фитокартине. И таким образом у нас поддерживается, скажем так, жизнедеятельность растений. Кроме этого, здесь у нас как таковой земли нет, то есть технология она у нас основана на частичной гидропонике. То есть растения, по сути, растут на воде. То есть здесь вместо земли используется мох-спагнум, то есть такой специальный субстрат, который как раз землю заменяет, является еще одновременно природным антисептиком, который позволяет, во-первых, исключить практически, ну вообще полностью возникновение каких-то жучков, запахов, как вот земельных, да, когда мы используем землю, да, и помимо этого почвенные болезни, связанные с землей, это тоже исключено. Вот. То есть это как раз таки вот в целом той технологии, которую мы используем для того, чтобы строить эти фитостены. Значит, основными преимуществами и вообще почему клиентам эта технология очень нравится, как мы считаем, это, во-первых, клиент, он у нас получает зимний сад полностью без потери площади. То есть буквально все горшки, все вот, которые используют цветы, растения на подоконниках в основном, и как мы, в принципе, принято в офисах, в помещениях, вот эту живую энергетику, да, скажем так, дома, помещения, ее располагать больше на подоконник. Здесь вы можете на самом деле это завязать все с интерьером, потому что сами конструкции, они у нас легко декорируются. То есть, как вы видите, вот здесь вот у нас располагается, используется вот это полотно, это бамбуковое полотно, вот, которое мы задекорировали вот эту вот саму конструкцию ПВХ. То есть она у нас с завода идет в черном цвете, в матовом черном цвете. Кроме этого, клиент у нас получает, как уже сейчас модно, и, по крайней мере, люди больше на это обращают внимание на экологию, на саму суть, вообще, что это очень важно вообще в жизнедеятельности людей, особенно для людей, которые, в принципе, связаны с сидячим образом жизни, офисы, банки, где, скажем так, очень много достаточно напряжения при работе. Вот, это достаточно очень хороший и достаточно хорошая возможность разбавить тот интерьер, который обычно присутствует, который используют вообще вот, в принципе, в нынешних тенденциях, да, разбавить это настоящими живыми цветами. Еще у нас ключевой особенностью это, конечно же, является то, что сама система, она у нас работает замкнуто. Таким образом, мы используем насос. То есть насос, который подключается в розетку. То есть розетку через специальный электромеханический таймер, ну или электронный таймер. Вот. И вода у нас, в зависимости от того времени, которое мы программируем, это уже будет зависеть от климата помещения, от влажности, от сухости воздуха. Мы устанавливаем на определенное время, и обычно 3 раза в день мы поливаем все цветы в конструкции, они идут полив. То есть и таким образом получается такая замкнутая система, циркулирующая.
Вот. Кроме этого, как я уже сказал, отсутствие земли, запахов. И еще один важный момент, на который мы, в принципе, нацелены и хотели бы, чтобы это, ну, в принципе, очень достаточно часто использовали клиенты и заказчики. Это то, что мы можем, помимо таких вот фитоконструкций, то есть здесь буквально представлена фитоконструкция размером там, 70 на 90. Вот, на самом деле у нас есть возможность изготавливать фитостены, которые, ну, если кто знаком, то есть кто уже видел, тот уже знает, что вот, особенно в Европе, основоположник это французский ботаник Патрик Бланк, такое направление вообще начал развивать, вот, где у них просто, особенно во Франции, это достаточно уже хорошо развито, где на домах, да, располагаются такие живые растения, то есть целые стены домов, они полностью облагорожены цветами. Вот. Конечно же, в нашем климате это, ну, вообще сложно сделать, это только летом и буквально там на 3 месяца. Вот. Поэтому в основном, конечно, наша технология, она, во-первых, ориентирована на интерьер. В интерьере помещений, коттеджей и других возможных вариантов. Вот. И у нас, мы вам чуть попозже покажем проекты, где у нас пока что максимальная площадь составила 24 квадратных метра. То есть фитостена, площадь 24 квадратных метра, полностью она у нас там, мы облагораживали живыми растениями. То есть технология позволяет такие фитостены делать, и при этом растения себя чувствуют прекрасно, как показала практика. Теперь я просто хочу рассказать, кто является нашим клиентом и вообще где можно эту технологию использовать. На самом деле эту технологию можно использовать везде, как в корпоративном пространстве, в офисе, для того, чтобы, скажем так, улучшить настроение ваших клиентов, там, допустим, клиентов ваших заказчиков. В больницах тоже можем использовать, в бассейнах, в доме. В общем, нашу технологию можно использовать действительно везде, совершенно. Куда вы хотите строить нашу фитокартину или фитостену, мы сделаем точно такой же размер, который вам нужен, все делаем индивидуально, все как вам надо. Вот. И сейчас я просто покажу вам несколько работ. Это фитокартина. Если кому не видно, в принципе, можно будет потом подойти. Вот эту картинку можно будет потрогать, пощупать. Мы можем ее для вас вообще полностью там чуть ли не разобрать. Все вы посмотрите. Вот. Так, дальше. Это фитостена дома. Встраивали в нишу. Это компания Uncoil. У них в гостинице стоит 2 наши фитостеночки в городе Пермь. И вот это уникальный проект, который, в принципе, себе, наверное, трудно было бы представить с простой технологией размещения живых растений. Здесь на площади 1,5 квадратных метра размещена около 1000 растений. В принципе, для того, чтобы сделать такой зимний сад, нужно занять огромную площадь, а здесь мы сделали все просто в стеночку, все отлично. Там еще дальше фотографию. Можно посмотреть побольше. Эта стена находится в Гринвиче. Прямо где он находится, я не знаю. Запуталась. Вот где-то там, наверное. Вы можете сегодня прямо после презентации зайти и посмотреть на нашу стеночку в Оведе. Она стоит в бутике элитной косметики Оведа в первую очередь, по-моему, первый этаж. Или вторая очередь, первый этаж. Ну там, где вот памятник у нас располагается, с альбом фонтан такой. Да, там, где фонтан, танцы бомб. Вот там вы можете увидеть стеночку Гринвича. Я думаю, что сотрудники Оведа, они уже привыкли к тому, что все подходят и смотрят на наши стены. Так что можете зайти посмотреть. Да, потрогать, пощупать, потому что там действительно живые цветы. Вот это все. Вот, да, это вот сам интерьер у нас.
этого видеть. Все, На этом думаю, наша есть. презентация закончена. Благодарим вас за внимание. Надеемся, что у вас появились вопросы. Если у кого-то они появились, с радостью ответим. Либо во время свободного общения, либо поднимайте руки, я подойду. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господа. Можете присаживаться.